В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, сообщил, необходимо срочно решать проблему по выдворению нелегальных мигрантов из центров по их содержанию. Они переполнены, государственный бюджет несет серьезные издержки. Почему тема миграции в жизни страны с каждым днем увеличивается? Как реализуется миграционная политика? Попытаемся ответить на этот вопрос и в целом, выгоден ли или нет России приток мигрантов. Почему ряд экспертов сегодня предупреждает, риски столкнуться с мигрантофобией в обществе серьезно увеличились. В студии Ренат Каримов, председатель профсоюза трудящихся мигрантов. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте. Асланбек Паскачев, глава комиссии по миграционным вопросам Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Асланбек, приветствую вас. Добрый день. Карамат Шарипов, председатель движения «Таджикские трудовые мигранты». Карамат, здравствуйте. Добрый вечер. И в нашей студии в отеле «Арарат Парк Хаят» Владимир Мукамель, заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН. Гостей представил. Ну а вот насколько серьезен вопрос, судить вам. Я просто в поисковике набил, да, так... Миграция, новости. И вот три новости, первая попавшаяся. Газета «Коммерсант» сообщила о том, что боевики, которые планировали устроить теракт на 9 мая в Москве 2016 года, получали указания из Сирии. Они выходцы из Ошской области, Киргизии. Там серьезные вещи нашли, гранатометы, взрывчатка и автоматы. Вторая новость. Калининград. 12 членов ячейки, запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, задержаны. Все являются выходцами из республик Средней Азии. Ну, там и чаще всего Центральная Азия звучит. Третья новость. Уже теперь Сахалин, Калининград, вроде бы западная точка, дальневосточная точка. И тоже задержание, и тоже фигурируют выходцы из центральноазиатских республик. Ренат, когда вот вы эти новости слышите, о чем думаете? Вот не создается у вас ощущение, что действительно мигрантофобия вот этими новостями разогревается? Ну, в какой-то мере, вероятно, это так. Просто мигрантов очень много. А сколько, кстати, вы знаете мигрантов в России? Называют разные цифры, но если мы скажем, что около 10 миллионов человек, то мы, наверное, далеко не уйдем от истины. Это и легальные, и нелегальные, все вместе, всего, да? Все вместе. Из них более половины – это люди, которые приехали сюда работать. И, наверное, правильнее было бы говорить о том, что не то чтобы трудовая миграция – это питательная среда для экстремизма и террористов, а то, что экстремисты и террористы используют возможности законов Российской Федерации для продления законного пребывания на территории Российской Федерации, возможности, которые предусмотрены для трудовых мигрантов. Вероятно, кто-то из них оформляет патенты, может быть, даже и оплачивает эти патенты. Да, сейчас мы о патентах. Аслан, а вы что думаете? Но ведь у коренного населения вопросы возникают, когда есть такой новостной повод. И там задержание, и там Центральная Азия. Напомню, Центральная Азия – это Монголия, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Да. Но, в принципе, как только вброс идет, и, соответственно, у обывателя сразу складывается впечатление и мнение, что все террористы – это мигранты. Внешние мигранты и все выходцы из Средней Азии и так далее. И есть, да. Но на самом деле это не так. Но я имею в виду, да, создается ощущение. Да, это ощущение создается. И во многих случаях, вы вот очень правильно подметили, а не мигрантофобии ли мы подходим. Мы только-только вроде отошли от этого, начали конструктивно, по-деловому заниматься этими проблемами, а тут снова всплеск такой идет. А вы тоже его видите, этот всплеск? Да, потому что если генеральный прокурор заявляет о том, что надо выдворять, сразу появляется у народа тоже мнение такое. Для того, чтобы мы сегодня еще послушаем генерального прокурора. Люди имели представление, значит, террористические акты совершают как граждане, так и не граждане Российской Федерации. И распределять их, скажем, по приоритетам, это, наверное, не совсем правильно. Вопрос в другом. Методология, методика борьбы с ними, профилактики, она может быть отличаться. А так-то террорист есть террорист, независимо от того, к какому этносу или конфессии он принадлежит. Ну, понятно. Но теперь давайте, собственно, к выступлению генерального прокурора, которое состоялось, я повторю, в Совете Федерации. И предлагаю послушать выступление Юрия Чайки. 1 минута, где-то 40 секунд. Но там в его словах сконцентрированы, как мне кажется, все основные проблемы. Усилия государства затрачены на создание эффективных механизмов противодействия незаконной миграции. Несмотря на принимаемые меры, число нарушений законодательства
выявленных прокурорами в этой сфере, остается значительным. В прошедшем году это 40 тысяч. Уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные функции по контролю за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Как следствие, сохраняется большое число нелегальных мигрантов. При этом интернет изобилует предложениями о способах заключения фиктивных браков, продажи паспортов гражданина Российской Федерации, видов на жительство и иных документов, подтверждающих законность пребывания на территории страны. В Алтайском и Краснодарском краях, Республике Саха-Якутия и других регионах прокуроры через суд добивались блокировки доступа к таким сайтам. Но очевидно, что требуется активизация работы других правоохранительных и государственных органов, в том числе в связи с незаконным использованием труда иностранцев, их размещением в так называемых резиновых квартирах. Необходимо срочно решать проблему административного выдворения незаконных мигрантов за пределы страны. В конце прошлого года мы проверили деятельность центров временного содержания иностранных граждан. В ряде регионов количество содержащих в них лиц значительно превышало нормативную вместимость. А люди, которые уже находились в них, из-за недостатка финансирования ожидали депортации порой от 3 до 6 месяцев. При этом на содержание только одного мигранта в месяц затрачивается 23 тысячи рублей. Ну, вот такая история, Карамат. Как-то все сконцентрировано. Здесь и все, и резиновые квартиры, незаконный найм на работу, и центры депортации, которые переполнены, и нет денег на то, чтобы... Или наоборот, есть деньги. 23 тысячи стоит в месяц содержание одного мигранта. У нас в некоторых регионах люди 15-10 тысяч получают. Здесь содержание 23. И опять у общества возникает вопрос. А почему эти... Вы, кстати, были в этих центрах? Когда-нибудь видели, что там? Что это за центры? Я более 16 лет уже нахожусь в таком плане, что постоянно нахожусь на связи с нашими трудовыми мигрантами. И на уровень Федерации мигрантов России. Вступление господина прокурора, я думаю, что он мог это все сказать еще 10 лет назад. Он мог говорить 15 лет назад. А что от этого изменилось? Резервные квартиры были, они останутся. А участкового надо кормить. Сотрудника полиции надо кормить. Работодателя почему не озвучено? А кто совершал преступление? В первую очередь работодатель совершил. Кто убрал на работу его? И вообще я сторонником тогда был и сейчас. Я, по-моему... А зачем вы нанимаетесь? Я имею в виду таджикские мигранты, например. Если вас берут незаконно, вам платят зарплату в конвертах, если не выполняется трудовое законодательство, условия созданы отвратительные, бесчеловечные, зачем человек идет на эти условия? Мы даже так говорим, в доме есть старший. В доме есть старший или мама, или отец. Вот. Если мы говорим межгосударственный уровень, то есть на уровень президента, они должны об этом как-то согласовать. Согласен. Господин Путин, допустим, Рахмонов, другие есть руководители государства, не буду к ним... Но если люди сюда едут, надо для них условия создавать. Если мы условия не можем создавать, тогда они идут в различную ячейку. Потом, в крайнем случае, говорю, надо как-то-нибудь, в конце концов, есть вопрос терроризма, экстремизма. Может, там невинные люди окажутся сейчас, посмотрите. Впервые было сегодня озвучено на телеканалах, что этих людей, которые в Калининград, отправляем на родину. Как он совершил преступление на территории России, вы хотите их депортировать. А статья-то серьезная, 205-я. А вы хорошо разбираетесь в статье. Да. Это что за статья? Это как раз то, что связано с экстремизмом сегодня. Ну, Асламбек, прокомментируйте. Меня больше всего вопрос нелегальная миграция, депортация. Значит, еще раз, смотрите, переполненные центры. Мы должны терминологически определиться. Во-первых, что такое нелегальный мигрант? Это человек, который по-пластунски или через границу как-то переполз незаконно. А те мигранты, которые у нас находятся, они все, соответственно, со штампа, по паспорту, все переехали. А потом по стечению каких-то обстоятельств, или добровольно, или вынужденно, добровольно они не захотели регистрироваться, а вынужденно мы имеем в виду, когда наши службы вовремя не смогли и помочь, не смогли зарегистрировать, и иногда даже и принудили. Понятно. Неформально. Ну давайте что с этими людьми делать? Еще раз говорю, центры перегружены. Я предлагаю первое. Значит, необходимо срочно выделить средства для... Это вопрос государственной национальной безопасности. Если мы на Минобороны увеличиваем средства, это связано с государственной безопасностью, безопасностью наших граждан. И соблюдением наших обязательств международного плана, соблюдением прав мигрантов. Мы должны выполнить это. И, соответственно, тех, кто незаконно у нас находится и нарушает наши законы, мы должны выдворять. И для этого деньги должны найтись.
И правильно говорит коллега, что это 10 лет назад генеральный прокурор должен был. А мы об этом уже столько лет говорим. Ну, предлагаю... Это первое. Второе. Только коротко. Коротко. Мы уже, значит, об этом сказали, и президенту изложили, и лично я на совете, вот, о том, что необходимо вот тех людей, правильно, если говорить, это лица с неурегулированным правовым статусом. И что надо? Амнистию. Вот это очень важный вопрос. Амнистия, которая в США проводилась, которая не привела ни к чему. Наоборот, поток нелегальной миграции из Мексики. Но мы должны с учетом этого опыта. У нас есть соотечественники. Вот соотечественников начать надо это. Давайте науку спросим, а перед тем, как обратиться к Владимиру Мукамелю, хотя бы результаты голосования представить. Мы задали вопрос, как вы оцениваете влияние мигрантов на социальную, экономическую и духовную сферы жизни российского общества. Негативно большая часть проголосовавших. 64% считают, что это влияние негативное. Нейтрально 28%, положительно 8%. Но очень важный комментарий. Ильдар Ягудин. Смотря каких мигрантов и в каком количестве. Важно, чтобы они жили по традициям и вели себя в соответствии с обычаями. Ольга Калашникова. Владимир Снежнин. Гнать их в три шеи. Нам работы самим не хватает. Марина Куличенко. Я за то, чтобы мигранты обустраивали свои страны, а не приезжали за счастье в другие страны. В нашей удаленной студии в отеле «Арарат Парк Хаят» Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии РАН, один из ведущих экспертов по миграции. Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Ну вот рассудите, да, вот какая сейчас складывается ситуация, видите ли вы признаки мигрантофобии, и вообще можно ли все это движение, всех этих нелегальных мигрантов повернуть во благо экономики, во благо внешнеполитического курса? Что делать в данной ситуации? Должен сказать, что мигрантофобия всегда присутствует в обществе. Я бы сказал, что все социологические центры фиксируют некоторое снижение уровня мигрантофобии после 2013 года. Но скрытая мигрантофобия есть. Нужно ли вообще стремиться к заурегулированности миграционными потоками, если мы понимаем цели, задачи и приоритеты? К сожалению, с этим нет полной ясности. Очевидно только, что учитывая нашу демографическую ситуацию, учитывая ситуацию на рынке труда, у нас ежегодно из трудоспособного возраста выходит около 800 тысяч миллионов человек. Ведь заметьте, мигранты находят рабочие места. Мы проводим исследования. Сейчас вместе с Высшей школой экономики завершили многотысячное исследование. Так вот, среди мигрантов тоже есть безработица, но она исключительно среди молодых, которые только-только приехали. Они находят рабочие места. Международная миграция в 2015 году. Украина 194 тысячи человек. Понятно, после каких событий. Узбекистан 74, Казахстан 65, Таджикистан 47, Армения, Молдавия, обратите внимание. А потом дальше миграционная ситуация. Следующий слайд будет. На миграционном учете 14 миллионов в 2016 году. Цель въезда — работа. Более 4 миллионов. Оформлено патентов 1,5 миллиона. И, соответственно, 3 миллиона пока непонятно чем занимаются. Вот в чем плюс, Владимир? Только ли в том, что это рабочие места? Вы слышали комментарии. Нет. Люди говорят, нам самим не хватает работы. Да, но почему-то они не идут на те рабочие места, где работают мигранты. Это плохие рабочие места с неудобным графиком работы, низкооплачиваемые. Заметьте, что мигранты приносят большие деньги в бюджет. Речь идет не только о том, что они занимают рабочие места, на которые плохо реагируют российские граждане. Ведь, смотрите, это почти 40 миллиардов рублей, полученных бюджетом в прошлом году от продажи патентов. Но если у нас в стране в каждый момент времени находится 9-10 миллионов человек, то это означает, что они живут в России, они покупают продукты, они покупают услуги. Это все идет, и федеральный бюджет, и местные бюджеты получают определенную толику денег.
Подключить уже и студию к разговору. Ну а если смотреть на долгосрочные последствия, ведь многие жители городов российских задают вопрос. Дети мигрантов обучаются в наших школах, они пользуются медицинскими услугами. Ну, пожалуйста, Асланбек Караматов, что скажете? Во-первых, смотрите, каждый мигрант, когда он обязательно должен иметь договор или страховку по медицинскому страхованию, для того, чтобы в наших медицинских учреждениях обслуживаться. Когда они приезжают, их обследование проходят. Есть, правда, случаи, когда болезни, с которыми после даже прохождения нашего центра еще месяц люди гуляют. Я понял, Асланбек, если посмотреть вот на 5-10 лет, на 5-10 да, лет здесь где преимущество для государства? В чем здесь выгода, в чем прибыль, о чем речь? У нас идет общее снижение трудовых ресурсов, рабочей силы. У нас демографическая яма. И из этой демографической ямы в ближайшие 10-15 лет мы не выйдем, как минимум. Соответственно, нам мигранты нужны. Вопрос только заключается в том, чтобы правильно организовать это все. Возникает другая проблема, что мигранты сдерживают инновационное развитие, сдерживают повышение производительности труда. Генеральный директор стройки Карамат, зачем ему покупать технику дорогостоящую, хорошее оборудование? Если он наймет за 3 копейки граждан Таджикистана, они будут работать. И мы периодически слышим, там рухнула, значит, как они называют, леса упала, значит, здесь обрушилась яма и так далее и тому подобное. Никто никогда не узнает, не найдет концов. Разве не так, Карамат? В ближайшие 10-15 лет подобные ситуации будут происходить. То, что мы сегодня видели, это практически находятся мигранты в зоне риска. Зона риска в том, что когда работодатель знает, что ему полный бюджет, который выделяется деньги на строительство того или иного садика или школу, он получает 50%. На это 50% он должен строить и платить зарплату трудовым мигрантам. Он не будет делать. Далее то, что касается вопроса учебы или обучения детей мигрантов. Да. Они нужны для России будущего. Почему? Практически эти дети уже ушли от собственных своих менталитетов, от обычных народов. Они привыкли к нынешнему российскому. Они нужны, потому что и в Америке многие с разных цветов получаются. Эти люди пришли сюда, если мы хотим их приветствовать, пускай учатся. Сейчас трудно, потому что пока нет РВП, вас в школу не берут. Раньше возможности такие были же. Третья сторона, когда ребенок здесь, мать здесь, муж, они меньше летают на родину, деньги, которые на авиаперевозки или на вылет в Таджикистан. Карамат, риски Франции, в России не нуждается. Вот это гетто, зоны, куда не заедет полиция. Вы обратите внимание на самое главное. Республика Средней Азии является сегодня главным звеном трудовых мигрантов. Если сегодня объединяется Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, в том числе Туркмения, без Казахстана, в России не будет ни одного мигранта. Достаточно между ними не было границы. Но сегодня Россия без трудовых мигрантов, даже сегодня объявите, что через 5 лет в России не будет одного мигранта. Мы найдем ресурс? Конечно, не найдем. А как по-другому это можно посмотреть? И руководство страны прекрасно знает, что без трудовых мигрантов, а тем более и мы не платим зарплату. А мы сейчас международного эксперта подключаем к разговору. У нас по телефону Ольга Гулина, директор Института миграционной политики Берлин, Германия. Ольга, приветствую вас. Здравствуйте, вечер добрый. Ольга, ну вот вы рассудите. Здесь в студии эксперты Ренат, Асланбек и Карамат убеждают студию меня в том, что без трудовых мигрантов, в общем-то, если коротко, то должна быть вообще конкуренция за миграционный поток. Вы что видите, если говорить в целом о мировом опыте? Действительно идет борьба за головы и руки трудовых мигрантов, и тема рабочей силы, она будет актуальна. В свете того, что миграцию очень часто в последнее время отождествляют с терроризмом, здесь нужно взять глубокую и большую паузу. Миграция имеет мало общего, вообще не имеет ничего общего с терроризмом, а вот терроризм имеет определенное общее с миграцией. Дело в том, что вот есть такой американский институт КАДО, он делал исследования и анализировал профиль террористов. И оказалось, что более 97% это местные жители, которые выросли и там состоялись. Мигрантов среди террористов очень мало. Вот там просто приводился пример Америки. Среди 159 террористов за всю историю США только 3 имели гуманитарный профиль, были беженцами. Меньше 7 подавали на учебную визу и меньше 10 были трудовыми мигрантами. Вопрос о том, почему люди радикализируются и откуда
такое стремление жертвовать своей жизнью и посягать на жизнь других, этим нужно заниматься. Ольга, Это нужно исследовать. Ольга, вот, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Сейчас у нас правильно выстроена миграционная политика, и можно ли говорить, что если она будет правильно выстроена, то можно говорить о каких-то даже внешнеполитических выгодах и экономических выгодах государства? Есть такая возможность? Да, несомненно, если будет правильная миграционная стратегия и правильно выстроенная миграционная политика, миграция будет приносить деньги, а не ужасы и страхи для местного населения. Ну ведь опыт Франции, Германии, вот вы в Германии находитесь, немцы выстроили эту политику? Понимаете, у всех есть сложности. Эти сложности есть и в Германии, они есть во Франции. Например, мой один французский коллега, он очень любит говорить о том, что, например, Лондонистан, он говорит, что основное сборище террористов как раз переселилось и вот забазировалось в Лондоне. Оттуда это название. Понимаете, очень долгое время миграционный менеджмент воспринимал как кто-то пришел, кто-то ушел. И никакого разумного ни контроля, ни работы с людьми, которые приехали, теряли работу, теряли последнее. Конечно, когда у тебя нету ни денег, ни работы, у тебя остается один выбор, что делать, и ты готов на все. Вот понял, сегодня спасибо. The Guardian вышла со статьей. Хорошо. Спасибо вам огромное, Ольга. К сожалению, очень мало времени. Жаль, что нам не удалось по скайпу связаться. Ольга Гулина, директор Института миграционной политики. Надо выстраивать эти взаимоотношения. Это было мнение Рената Каримова. В студии был Асланбек Паскачев и Карамат Шарипов. В нашей студии в отеле Арарат Парк Хаят Владимир Мукамиль. Желаю вам удачи. До свидания.